Эту ручку и листок формата А4 Мадина Кадзоева на компьютер не меняет уже долгие годы. Ветеран журналистики уже более 20 лет работает в газете «Сердало». Это не она выбрала эту профессию, а скорее профессия выбрала ее. Самое главное для Мадины делиться со своими читателями светом, что в переводе на ингушский и означает название «Сердало». Писать я всегда стараюсь писать объективно, кратко, емко. Вот я всегда люблю писать, именно встречаясь с людьми. Вот сейчас я пишу о нашем языке, об ингушском языке. Вот я разговаривала с преподавателем ингушского языка. Это вот эта статья, например, в связи с введением ЕГЭ предметы «Родной язык, родная литература» изменилось ли отношение учащихся. Первая республиканская газета «Сердало» выходит в тираж без малого почти 97 лет. Ее основателем по праву считаются Заурбек Мальсагов и Тимбот Беков, которые приложили немало усилий, чтобы сохранить издание. Неудивительно, что она приобрела статус одной из старейших газет на Северном Кавказе. За эти годы «Сердало» выпустила в свет более 12 тысяч номеров. Первый выпуск газеты вышел 1 мая 1923 года. Первоначально материал печатался только на ингушском языке и выходил на основе латинской графики. С первого раза прочитать этот текст нелегко, немножко непривычно, но постараться можно. К примеру, «Сердало», «Свет», «Совети Эдл Сох», тут немножко посложнее, но вот эту фразу мы с оператором прорепетировали хорошо. Керде хабарыш. На кириллицу перешли только спустя 15 лет в 1938 году. Не за горами столетний юбилей. Тираж издания 2000 экземпляров, прямо как в далеком 1926 году, что на сегодняшний день не так много. Газета выходит на русском и частично на ингушском языках. Сразу после возвращения из депортации первым делом была восстановлена газета «Сердало». Это говорит о том, что внимание действительно уделялось в то время очень большой газете. Поэтому у нас уже 12 тысяч с чем-то экземпляров вышло. Скоро мы уже издалека, но готовимся к столетнему юбилею газеты. Газета в любом случае уже по всей стране уже уделяет больше внимания газете, печатной прессе, потому что увлечение интернетом – это хорошо, но со временем она тоже уже показывает то, что не может заменить интернет-газету, печатное слово как таковое. Не только газет, но и журнал, но и книгу в том числе. Для каждого сотрудника эта редакция стала чем-то большим, чем просто работа. Газета, по сути, ведет летопись истории ингушского народа. У старших коллег учатся и перенимают столь ценный опыт сотрудники Ингушетии. Социальная, культурно-общественно-политическая жизнь региона. Вот уже почти 27 лет газета «Ингушетия» делится с читателями информацией о самых важных событиях, происходящих в республике. Тут главное оперативность и мобильность, поэтому сейчас многие корреспонденты находятся на выезде. В последние годы традиционные печатные СМИ все больше отступают под натиском современных электронных изданий, но и в этом плане «Сердало» и «Ингушетия» шагают в ногу со временем. Газеты выходят как в печатном, так и в электронном виде. Мы по-прежнему, вот газета «Ингушетия», например, мы выпускаем и бумажную версию, но мы понимали, что этот способ не позволяет нам донести информацию, которую мы готовим ежедневно, до того читателя, который сегодня пользуется информацией. Поэтому мы учредили интернет-газету «Ингушетия». У нас есть социальные сети. То есть мы освоили все направления, которые сегодня есть. Кому-то удобнее читать нас в телефоне, кому-то удобнее с компьютера. Кто-то до сих пор любит читать тактильно, ощущать бумагу. И, соответственно, мы пытаемся всем угодить. И, судя по росту нашей аудитории, это показывает, что мы на верном пути. И то же делают и наши коллеги из других изданий республиканских, активно осваивают просторы интернета, социальные сети. Но при этом это не мешает нам все-таки отдать дань традиции и выпускать бумажную версию нашей газеты. Тираж газеты 2000 экземпляров. За время существования здесь выпустили около 4000 номеров. И это не считая электронные выпуски. В арсенале редакции больше 20 рубрик. Задача охватить все. И она остается неизменной с момента основания. Если поступает информация, мы сразу ее размещаем на нашем интернет-ресурсе. Она поступает к редакторам, потом уходит к корректорам и в конечном итоге быстро размещается. На все это уходит буквально минуты, и информация сразу поступает на ленту.
Кроме 2 республиканских газет, в регионе выходит еще 6 муниципальных печатных изданий, плюс 2 журнала «Села-Ат» и «Литературная Ингушетия». Все печатающиеся журналисты страны принимают поздравления прямо на рабочем месте. Достаточно много людей задействовано именно в сфере издания печатных средств массовой информации. Слаженные коллективы, имеют давние традиции. Так что мы сегодня отмечаем свой профессиональный праздник. Я, конечно, хочу поздравить всех своих коллег с этим днем, пожелать им успеха, здоровья и благополучия. И, конечно, благодарного читателя. В новом году редакционная политика печатных изданий нацелена на еще более кропотливую работу, которая выльется в новых информационных рубриках и колонках на разворотах газетных полос. Зелимхан Калоев, Ахмед Гандаров, Новости 24.